Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжани принял сопредседателя международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Айшет Джихан Султаноглу. Министр по туризму Тимураз Хишпа и глава Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова подписали меморандум о взаимопонимании. Производители хлеба обратились к правительству Абхазии с предложением повысить цену на хлеб. В селе Лата Гуларыбского района планируются работы по расчистке русел нескольких горных рек, которые во время непогоды выходят из берегов и подмывают единственную дорогу. Указом президента Аслана Бжани министром иностранных дел Абхазии назначен Инал Ардзинба. И этим же указом Даур Кови освобожден от должности министра иностранных дел в связи с переводом на другую работу. Инал Батович Ардзинба родился в 1990 году в Сухуме. Инал Ардзинба – действительный государственный советник России. В 2018 году стал председателем Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси. Бывший начальник департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ. До мая 2018 года сотрудник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В 2017 году инициировал создание благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии». В 2020 году основал конкурс молодых управленцев «Гордость Абхазии». С 2021 года вместе с президентом Абхазии Асланом Бжани является почетным председателем платформы по поддержке молодых лидеров «Будущее Абхазии». Президент Аслан Бжани принял сопредседателя международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье представителя ООН Айшет Джихан Султаноглу. Джихан Султаноглу поблагодарила президента за встречу и отметила, что есть широкий круг вопросов для обсуждения в преддверии предстоящего 55-го раунда международных женевских дискуссий, который намечен на 7 и 8 декабря. О повестке предстоящего 55-го раунда шла речь и на встрече премьер-министра Александра Анкваб с сопредседателем международных женевских дискуссий. Участники встречи обменялись информацией о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире и в Абхазии. Александр Анкваб отметил важность участия международных организаций в мероприятиях по защите здоровья населения от COVID-19. Говоря о перспективе реализации новых социально-гуманитарных проектов в Абхазии, стороны договорились укреплять сотрудничество. С сопредседателем от ООН на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье Айшет Джихан Султаноглу также встретилась уполномоченная по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл. Обсуждались вопросы соблюдения прав человека в Абхазии, а также сотрудничества между нашей страной и ООН. Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочую встречу с представителем Минэкономразвития и Министерства транспорта России. Делегацию российских специалистов возглавляет директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Виталий Гудин. На встрече детально обсуждались проблемные вопросы текущей инвестпрограммы, оптимальные пути их разрешения. Обсуждался также проект программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 годы. Рассматривался и блок вопросов, связанных с развитием дорожной сети в республике, в том числе перспективы реконструкции транспортной инфраструктуры Кадорского ущелья. Министр туризма Тимураз Хишпа и глава Федерального агентства по туризму Зарина Дагузова подписали меморандум о взаимопонимании. Встреча проходила в Москве при участии посла Абхазии в России Игоря Ахба. Глава туристических ведомств Абхазии и России также обменялись мнениями о создании благоприятных условий для отдыха туристов. Обсудили итоги летнего курортного сезона, рассмотрели вопросы обеспечения безопасности зимнего туризма. Цена булки хлеба может повыситься до 28 рублей. Производители обратились к правительству Абхазии с предложением повысить цену на хлеб, который, как известно, является основным продуктом питания. Почему возник подобный вопрос и имеет ли он под собой основание? В ситуации разбирались наши корреспонденты. Репортаж Эсмы Гуланзе.
Хлеб на нашем столе – это больше, чем продукт. Это необходимость. Его покупаешь каждый день. И наизусть знаешь цену в своем магазине. Поэтому, когда приходит информация, что он может подорожать, возникает резонный вопрос – почему? За ответом мы обратились к самим производителям. Как нам объяснили, ценообразование на хлеб складывается из многих факторов. Когда человек сам пришел, замесил себе тесто, и у него получилась булка хлеба гораздо дешевле. Но это производство, на котором работают люди. Проблема для нас, что мы сегодня не можем найти квалифицированных сотрудников. И они элементарно не хотят на этом производстве работать, потому что зарплаты ничтожные. Цена на хлеб зависит также от общезаводских расходов. Сюда входит стоимость горюче-смазочных материалов, в частности бензина, который еще пару месяцев назад вырос в цене. Кроме того, отключение электричества приводит к большому расходу дистоплива на генераторе и частым поломкам оборудования. И вот махина стоит. Элементарно эти печи работают, у них есть стены, у них запчасти на эти составляющие материалы. Они повысились на 30-40%. То есть любой ремонт машины, выезжают 3 машины в день у меня с хлебом. Содержать собственное производство предпринимателям становится все сложнее. Печь себе в убыток они не могут, поэтому обратились в правительство с предложением повысить цену на хлеб. Все наши затраты, все это уже 4 месяца на рассмотрении находится в кабинете министров. Но сегодня мы уже столкнулись с такой ситуацией, когда, то есть если мы были нерентабельны просто, с завтрашнего дня, уже с сегодняшнего дня, мы уже идем на убытки. При таких условиях ни один предприниматель работать не будет. Понимаете, и мы это поставили уже такой вопрос, что, или решается вопрос так, как мы представили уже в правительство цены, или, мы вынуждены будем останавливаться. То есть мы ни в коем случае это не в ультимативной форме говорим, мы просто констатируем факт. Сухумский хлебзавод номер 2 – единственное государственное предприятие по производству хлеба в Сухуми. Завод обслуживает только гособъекты. Основные продукты, необходимые для изготовления хлеба – это мука, подсолнечное масло, соль и дрожжи. Сырье через местных поставщиков доставляется из России. По словам директора завода Теймураза Ченгелия, в августе килограмм муки стоил 22 рубля, в сентябре – 24, а уже в октябре – 28 рублей. Более того, рост цен еще продолжается. Сейчас муку мы закупили в октябре месяце по 28 рублей, закупали по 24 рубля. Бензин уже 53 рубля. И мы находимся на минусе, мы в убытке работаем. Не знаем даже, как рабочим зарплату выплатить. Вот сейчас вот этот месяц такое положение у нас. Людей работает здесь 3 смены. 25 человек без администрации. Администрацию добавим еще человек. Сколько нас? 5 человек там за склад, человек 5. 30 человек все работает на заводе. Проблем нету, мы можем больше набрать, но у нас выпуск мало. Вот. Завод самый хороший, новый, оборудование новое. Он может даже в сутки 20 тонн выпекать и обеспечивает полностью город Сухум. Но здесь коммерческие структуры, которые на конкуренция. Хлеб у нас прекрасный. На сегодняшний день цена за так называемый социальный хлеб составляет 24 рубля. Предприниматели полагают, что возможно повышение до 28 рублей за булку. Впрочем, решение должен принимать кабинет министров. Эсма Голандзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В селе Лата Гулрышского района планируются работы по расчистке русел нескольких горных рек, которые во время непогоды выходят из берегов и подмывают дорогу. Так, во время ливневых дождей вышла из берегов река Гуджевка и подтопила участок рядом с часовней, погибшим в Латской трагедии. На месте предполагаемых работ побывала наша съемочная группа. Репортаж Али Китрапш. Высокогорное село Лата – самое большое село в Кудорском ущелье. Путь туда от села Мачара занимает 3,5 часа езды на машине. При этом стоит отметить, что дорогу к живописному селу по ущелью, лесам и горам не все могут выдержать. С каждым годом ее состояние ухудшается. Основная причина – это все же природный фактор. Во время непогоды здесь часто происходят обвалы. Непредсказуемые горные реки выносят огромные валуны на проезжую часть, а то и вовсе вымывают дорогу. Так, к концу лета текущего года во время ливневых дождей
дождей река Гуджевка вышла из берегов и подтопила участок близ часовни, на котором расположен памятник погибшим в Ладской трагедии. Мемориальная плита погибшим в Ладской трагедии была установлена прямо перед часовней. Но вышедшая река из берегов смыла эту плиту. Но, к счастью, сама часовня не пострадала. Казалось бы, это маленькая речушка, но в непогоду она превращается в бурный поток воды, который сметает на пути все. Сейчас река сменила русло и протекает прямо позади часовни. Это старое русло реки. Сейчас, в настоящее время, река протекает буквально в 30 метрах от этого места. Специалисты Абхазберегозащиты вернут реку в старое русло, но прежде нужно будет подправить те места, где есть вероятность, что река вновь может выйти из берегов. От часовни до места гибели жертв Ладской трагедии больше 500 метров. Тропу не завалило камнями. По ней можно беспрепятственно пройти и даже проехать. Администрация Гулрыбского района и сами родственники погибших содержат место в чистоте. А вот на участке рядом с часовней специалистам Абхазберегозащиты предстоит серьезная работа. Администрация Гулрыбского района здесь прочистили территорию именно перед часовней. А дальше сейчас производится расчет сметы, потому что сюда очень проблематично доставить технику в первую очередь. Дороги просто по габаритам не пройдет ни один трал. Гусеничная техника просто не рассчитана на такие расстояния своим ходом ходить. И вот в ближайшее время планируется исправить русло. В том месте, где оно изменило направление, был намыт материал. Естественно, река потекла там, где ниже. И надо убрать вот этот, который намылся материал, и заполнить, наоборот, пустоты справа, на правом берегу, что оно материал вымыло. Надо туда полностью заполнить, и чтобы оно в старое русло пошло. Само русло, в принципе, приемлемое. Так посмотрим, местами там ниже мост находится. Вот мост надо будет почистить. В Кудорском ущелье в этом году примерно на 10 участках дорога нуждается в расчистке и подсыпке. В самом селе Лата несколько мелких речушек, которые во время ливневых дождей вымывают дорогу и мосты. Это река Аргунка, левый берег, который... Заезд на мост смывается, вернее, уже большая часть смыта, осталась уже участок, уже дальше дорога. Если еще несколько наводнений, дорога, которая ведет в Верхний Кодор, будет смыта. В центре это два участка, Аргунка и Гуджевка в районе часовни. Если идти ниже, который тоже относится к территории Лата, это от туннеля начинается, то там и Дурная речка, и многие водопропуски забиты, мелкие мосты забиты, в многих местах земля просто уходит. Вот таких места надо просто исправить, подправить. Но когда сейчас техника поднимется, вы это включаете, Техника будет идти в любом случае своим ходом. Все эти места, естественно, будут по дороге исправляться. В настоящее время в селе Лата проживает только одна семья. Несмотря на то, что здесь фактически не развита инфраструктура, дорога является стратегически важным объектом. Именно по ней можно добраться до сел Сакен, Чхалта, Ажара, Копчара и военных баз. Поэтому важнейшую перевальную дорогу необходимо своевременно обслуживать. Уже совсем скоро Абхазберегозащита приступит к ликвидации последствий удара стихии в селе Лата. Алика Трапш, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Оппозиционные партии и некоторые общественные организации Абхазии заявили о создании единого союза и приняли декларацию об основных принципах и целях деятельности новой платформы. Единый народный патриотический союз включил в себя действующие оппозиционные партии Абхазии, которые заявили о своем намерении координировать работу в своей политической деятельности. Объявляем о своем намерении координировать усилия с целью противодействовать политически, идеологически и экономически необоснованным, а зачастую антинародным проектам действующей власти. Мы призываем послевоенное поколение профессионалов и патриотов включиться в процесс сохранения и реформирования государства. Пришло ваше время сформировать и выполнить новую повестку для Дня Абхазии. Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам страны, независимо от их политических пристрастий и национальной принадлежности, поддержать нашу инициативу.
Министр культуры Гудиса Агарба поздравил заслуженного артиста, кавалера ордена Ахтзапша второй степени, абхазского актера, драматурга, прозаика, публициста, государственного и общественного деятеля Анзора Мукба с 75-летним юбилеем. Отметив высокий вклад писателя в развитие абхазской культуры, министр подарил юбиляру башлык и традиционный абхазский посох алабаща. Министерство просвещения и языковой политики передало районным управлениям и отделам образования, а также школам-интернатам вторую партию учебников и рабочих тетрадей. Кроме того, было передано недавно изданное учебное пособие для вторых классов неабхазских школ. «Выучим вместе абхазский язык» и 2 рабочие тетради к нему. Автор учебного пособия – первый заместитель министра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия. 17 ноября выдача готовых российских загранпаспортов производится с понедельника по пятницу с 9 часов до 16:30 с перерывом на обед с часу до 2. Сообщается на странице российского посольства в Facebook. Гражданам, чьи загранпаспорта уже изготовлены, рекомендуют получить их в ближайшее время в связи с возможной приостановкой приема посетителей к консульским отделам по техническим причинам. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 18 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 16. И на этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.